Салям Дуслар. Сижу вот здесь, короче, возле, ну не возле бара прям. Бар, видите? И видите, возле бара. И такая мысль, да, появилась. Сижу, думаю, откуда появилась мысль? Вот здесь написано вот, pick-up point, короче. Ну, не знаю, что это. Ну, короче, какое-то время. Время чего-то там, получения, что ли, ожидания. Ну, и тут есть вот на эмблемах картошка фри. И тут постоянно вижу картошка фри у людей с пивом. И мана уля утром было бы, прикиньте, самса с мясом. Что бы они не кушали бы, что ли? Вот просто пришла и мысль мне это, я решил это сразу высказать. Вот, допустим, ты приносишь ему в тарелочке жирную самсу, горячую, тандыр самсу, любую, короче, треугольником, даже тот же учпачмак, приносишь жирный такой, с мясом, с бараниной, такой ароматный. Почему бы им не попробовать вот эту пищу нашу? Почему постоянно, год и год, каждый год жевать эту жареную картошку? Она ведь еще не вся жареная. Вы же знаете, фри, что это такое? Это не то, что дома ты пожарил картошку. По-домашнему, вкусная такая с этим твердый шунды, кота шунды. Таки жарится и тельген. А не то, что фри такой мягкий такой. Хрень полная. От него чисто кушаешь и от сухости давишься. Вот как раз надо запивать его. А дома, когда жаришь картошку, она вкусная. И тут, прикиньте, даешь им самсу, да? Там на обед плов даешь. Жирный такой, хороший плов. Пусть пивом пьют, вином запивают. Нам да чё, хоть чем пусть пьют, блин. Не наше дело. Наше дело дать правильную еду. Нормальную, с мясом, самса, там, плов с мясом, там. Вот так я думаю. Вот эта тема, а не то, что они пытаются жрать всю жизнь пиво с картошкой. Что за хрень, да? Вот так вот. Вот и сижу, короче, размышляю, как дальше, какую концепцию вводить, чтобы им понравиться, им, чтобы зашло это наше блюдо. Поэтому разные движения рассматриваю всегда. Я не просто так околачиваюсь порой, иногда думаю, да, я вот хожу туда-сюда, вижу ихнюю традиционную еду, стандартную еду. Вот стандартную еду, я считаю, это шаурма. Везде, короче, доня, шаурма. Она тоже уже въелась. Для Европы она въелась уже. Если она уже и в Москве, вот так, нас вот так надоело уже. Это шаурма. Однотипная еда. А вы скажете, а самса что, не однотипная с пловом? Нет, вот именно. Для них оно будет экзотика. Экзотика будет не однотипная. Вот именно для них это будет классика жанра. Как будто бы они попадают именно в какую-то азиатскую страну, и они, ну, как бы, будут дегустаторами нашей кухни. Вот самое интересное. А заводит меня именно то, что я хочу их реакцию посмотреть, как они скажут. Кто-то скажет, кто-то скажет, о, вот это все, понимаете? И это и есть кайф того, что ты хочешь пихнуть им свою национальную еду. Вот в этом кайф. Но до этого кайфа я никак не могу дойти, никак не могу начать. Не могу купить казан, не могу место арендовать, не могу людей позвать, некуда, потому что сам живу пока в жопе мира, как говорится. Вот такая ситуация пришла. Поэтому все больше и больше я говорю, чтобы вы
больше раздавали, лайк, это репост делайте. Может, вдруг из всей вот этой аудитории кто-то вылезет, скажет: давай, Рустам, замутим с тобой вот это, в конце концов, с тобой лув-пати и будем кормить европейцев. Вот, я ищу такого человека, потому что у меня нету пока своих финансов. Я не в России нахожусь. Если я, может, там был бы, может, мне бы сказали бы: давай будем делать, я бы, наверное, оттуда сюда приехал бы уже как бы при деньгах, но не как сейчас, как в тяжелом положении. Вот такая ситуация. Поэтому, Руслан, максимально репост, максимальные мысли размножаем и так далее. Идей очень много, разными концепциями мы можем зайти в эту, так сказать, кухонный бизнес и тем же самым этнический прогресс, этническая вот эта составляющая будет за нами. И вот, шунарга дуслар, самая толпа людей, что-то много людей загораживает мне смотреть велосипед. Я же наблюдаю велосипед еще. Я привязал его, но чтобы там еще вещи не украли. Но шунарга дуслар, шунарга, самое интересное в этом национальный проект. Я как и в эфирах говорил, и везде говорил. Национальный проект именно узбекской, башкирт, һәм татар кухнялары. Если, допустим, у меня был бы, допустим, инвестор-казах с Казахстана, то Бишбармак включили бы в это дело. Понимаете, уже было бы 4 нации в одной кухне, понимаете? 4 национального блюда в одной кухне. Ну, почти у нас они идентичные. Почти что. Есть только азгина фарклар бар и все. А так одно и то же почти. Но суть была бы такая, что хаммасынан азгина бутунусундан, и получил бы интернациональное блюдо. Понимаете? Бәлеш, губадиялар, ушпошмаклар, самсалар, бишбармаклар. Бутуной бір инде. Казахстанна инде ширинникларын білмеймін, нинди ширинниклар бардыр. Ну, всякие вот эти бауырсаклар. Вот. Ну, бауырсак инде башкортларда да бар, бездә да бар. Бауырсаклар. Можем бауырсакларны сладкими делать. Короче, все можно делать. Шундайдан дуслар, ярар. Короче, кулдан nima keladi deb meni har doim so'rashadi. Ну, ovqat pishirganni bilaman ekan. Yana boshqa narsalarni ham bilaman. Ozginadan boshqalarni ham bilaman. 40 yoshga yetib endi narsada bilamdir endi, Allohga shukr. Но не в той тарелке я нахожусь сейчас. Не на тех, так сказать, высотах. Я в чужой стране. Поэтому мне нужен все равно кто-то с документами и, конечно же, с каким-то финансовой поддержкой, чтобы мы вместе стартанули и сделали, как говорится, общий какой-то стартап, так сказать. И всем будет хорошо. И инвестору, и мне. Никто не прогорит здесь. Тут нет программы. Ошаргада, но оно юг. Если с умом поступать, если входить в это дело, не надо там: мне чайхана номер 1 очаман. Не надо, я чайхана номер 1 не прошу. Я всего лишь прошу купить казан мне и мангал, может, крайне, потом мантышницу. Все, больше ничего не надо нам. Тандыр даже не надо нам. Потом мы на духовке будем делать. С тандыром это волокита. Духовка и тоже нормально. Так что, шундыхаль дуслар. Давайте, Башкортостан мен Татарстан барып азат булачак нәрсә булса да, при нашей жизни или после нас, но все равно мы будем идти к этому. Алга, дуслар.